курьером вместе, вдвоем ходим. Вот Хожахметов Ренат, он Янолит первой группы тоже. Ну, цвет все видит, но айтамызға аяқ асты. Вот дорогу только видит, он впереди что есть, что нет, не видит он. Просто по инстинкту идем. Накладной деп мұтпандар әкелдер. Әке. Так, все, Ренат та шықсын енді. На сегодня же вот за 2,5 года у нас большой спрос на наш товар в отраве. Даже у нас каждый день мы уже от 25 до 40 килограмм фарша отправляем. И товар у нас больше 2 дней не лежит. Здесь у нас торговая точка, в которой мы непосредственно продаем реализуем здесь свои товары. Вот у нас продавец. И на сегодня, сколько он заказал, мы привезли. У меня есть манты, чебуреки, тесто дрожжевое, слоеное тесто, котлеты, тефтели, пельмени, вареники даже есть, голубцы, все, что нужно. Продавец наш, так что мы зарплату оплачиваем, как положено. Точка нам на договорном основе мы взяли здесь. Уже 3-й год торгуем. Вдруг что-то не видит. Я такого никогда не думал, что я буду болеть. Я никогда так тяжело не болел. Просто когда я вот заболел, я имею в виду после операции, как не стал видеть, я попал в депрессию, если честно сказать, месяц 6. Но один прекрасный день сидел вот с дочкой, тогда дочка училась в 7 классе, по-моему, или в 8. Дочка плачет, я говорю, что случилось, кто тебя обидел? Нет, она смотрела, оказывается, целую неделю ходит, смотрит через интернет, никак не может найти трансплантацию. Я говорю, что так хотел, что? Вот она сидит, говорит, если нашли бы, я согласен, говорит, одно глаз дать. Я даже, если честно сказать, сам заплакал. И после этого я восстановился сразу, собрался мыслями со всеми, что надо дальше жить. Все нормально шло, и в 2012 году вот, из-за врачебной ошибки вот, в Оренбурге вот, он на 100% потерял зрение. Ну, сами понимаете, стресс, депрессия. Он через все это прошел. Родные, мы все поддерживали. Ну, потом он человек энергичный, деятельный, активный. Всегда старается сам себя, как говорится, обеспечить. Вот, он говорит, что я буду на государстве сидеть, там вот, дома сидеть и из месяца в месяц пенсию ждать. Ассаламу алейкум. Қаяқтың қазақтары? В 2012 году вот этот Гумар Жолдас общество организовал. Мы убежали все, 65 человек оттуда убежали с этого КОСа, Казахского общества слепых. Я туда пошел с Леном, ну же где-то мне энергии куда-то надо тратить. Оттуда убежали, каждый раз на собрание приходишь, война между собой идет, за власти дерутся. За власти дерутся, одни слепые. Я везде хожу. Обл, Аким, Гора Аким, Нуротан, партии, везде, финансовый отдел, везде. Я по просьбе Гумара Жолдаса я хожу, потому что я там могу говорить прямо
прямо лицом, не считая должности. Так, сүйеміз. Лотбол жүрміз шалды. Өте биік, сақпыл. Өте биік. В 2013 году, в общем, создал здесь в Отраве общественное объединение «Мульдеркос». И начали работать, защищать права инвалидов. И, как говорится, оказать всяческую помощь для восстановления и психологическую разгрузку, все делать. Очень много нарушается права инвалида. Вот мы обращаемся всегда, один и те же песни. Хотя есть у нас утвержденные постановления правительства, подписанные президентом, есть приказы министров, так что и есть и законы гражданский кодекс. Ничего не выполняется на сегодняшний день в Отраве. Так, морковь. А я вам İstişin. Assalamu alaikum. Benim kolunuzu verin. Китайские стены. Вәбес. Benim koldu. Сендерге тек денсаулық тілейміз. Мына бір кішкентай көмек. Күздік урожай местный. Картоп, жуа деген сияқты, морковь деген сияқты. Майымен дұрыстап самалға тамақ пісіріп деп. Жазбай жері басқан. Әр уақытта да көмегін көрсетіп отыр ғой. Семья у меня, дочка и я. Мы вдвоем живем. Супруга в 2012 году от жизни ушла. Қызымның көмектесуі ол әлі кішкентай деп есептеймін, потому что ол 12 жасты жаңа ғана өтіп жатыр. Сондықтан оған білім беруге тырысам, ал енді қалған көзім көрмесе де өз қолымнан келген барлық шаруаны өзім істеймін. Тамақ пісірем, кірім жуам, үй жинап отырсам. Мен пенсия уақытына әлі жеткенім жоқ. Біріншіден, мен үкіметтің қарауындағы пособие получаю. Пособие маған 32 мың. Қазір дополнительный пособияға қосылған жаңағы президенттің көмек ретінде беріліп отырған ақшалары ол 54 мың ақша аламын. Ал ол екі адамның картинасына жетпейді. Минимум картина 19 мың деп есептеледі. Одан басқа менің комбусыларым бар төлейтін. Ал сонда есептеп қарағанда 54 мың пособия қайсына жеткізем? Одан қалған тамаққа болып атса ауысады, одан қалғаны киім-кешекке, дәрі-дәрмекке кетеді. Жөке, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қалай? Нормально. Все по плану. Жүреміз бе? Поехали. Готов? Готов. Всегда готов. Гусиным шагом. Я сам сейчас на пенсии, пенсионер. Я человек бывший военный. Тоже. У меня сейчас через 6 месяцев 60 стукнет. Ну, с прошлого года я практически плотно помогаю вот, с ноября месяца. Ну, я как волонтер, честно сказать. Пока мы не раскрутились, но я всю работу делаю, вот, допустим, вот, бизнес-планы, допустим, по расширению цеха, бизнес-план по открытию аудиостудии, потом вот, переписка, вот это, организационные вопросы, административные вопросы, допустим, отчеты, вот, горфинотдел надо отчеты давать, налоговую вместе ходим, там сдаем. Ну, из пельменей потихоньку за счет своих собственных средств начал. Начал дома готовить, потом открыл общественное объединение инвалидов по зрению. В то время, в 2015 году, дорожные карты, да, Жуке? Да, вот, помогла вот, государственная программа дорожные карты. Вот. За счет него вот, 6 человек подтянули, 2 смены работали. Кондитеров, и до сих пор работают они, те же люди. У меня работает на Мульдеркозе 3 человека, я третий
Первый заместитель мой это Абулгалиев Жумавай, инвалид первой группы, второй курьер, инвалид первой группы, Хожахметов Ринат. И у нас 6 кондитеров работают профессионально. Они здоровые люди, но безработные были. Они с приходом ко мне, они нормально стали жить, они сами говорят. И на меня уже сейчас и 2 продавца. Сейчас я горжусь своим мулдыркозом. У нас в очереди стоят, на работу просится более 15 человек. Я спортсмен сам, борец. Я работал, окончил Карагандинский техникум физкультуры и спорта в 1981 году. Приехал работать в Атырау. В 1984 году меня избирали до 40 ряд директором спортивной школы. Я и директором стал, сам борец, мастер спорта СССР по классической борьбе. Сельхозтехникумда ол кезде техникум болды. Солардан бастап Жолдас ағайдың қарауында тренировкада болдым. Классикалық күрестен. Қазір грек-рим деп аталады. Сол салада жұмыс істеп келемін. Осының арқасында, Жолдас ағайдың арқасында Карагандинский техникум физкультуры и спортын бітірдік. Когда зашел в спортзал, у меня сердце начало стучать. Запах пота, крик детей. Вот они борются же, броски, когда они бросают, падают. Но, знаете, это сказать, эту эмоцию невозможно. Трудность всегда есть. Когда здоровый человек, тоже есть трудность. Я, например, работаю ради себя, чтобы не сидеть дома. Я и так ничего не вижу. В темноте сидеть сколько можно. Общение человека должен быть. Вот я хожу везде. Вот утром выхожу, вечером прихожу, сразу уже 9 часов отбой. Когда все сделаешь, самому приятно же. Хоть я инвалид, но сделал такую вещь. Но мы должны себе доказать, а то не сидеть иждивенцем. Хоть копеек заработаешь, это чистым трудом своим. Нас родители научили всю жизнь с детства, что трудиться надо. Вот так и живем.